Так. Ой, А Таташеньки? Почему Туганьяк? Ну, это такой аттракцион эмоций. ну, снимаем, да? У меня был сольный концерт в Казани. Мы пригласили Эльмиру и Дину в качестве специальных гостей на мой концерт. И очень хотелось сделать совместный номер, чтобы мы втроем спели, так как это была Казань. Хотелось что-то национальное, родное, на татарском языке. Я подумала, почему бы и нет? Туганьяк — это такая любимая уже, как такой негласный гимн Татарстана. Мне кажется, эту песню знают все. И я подумала, почему бы и нет? Это было сказано сначала, на самом деле, в шутку. В итоге мы предложили девочкам, они поддержали меня. И так и случайно из шутки, какой-то полушутки, получилось, что родился этот совместный номер с Эльмирой, с Диной, Туганьяк. Ну, для меня эта песня особенная, потому что в 2003 году я с этой песней взяла гран-при на конкурсе «Сандугаш Сайрар Илем» «Страна поющего соловья». Благодаря этой песне я впервые выступила в концертном зале «Пирамида». Мне было тогда 15 лет. И тогда впервые я поехала дальше по конкурсам. И эта песня такая для меня, как путеводная звезда. Для меня эта песня легендарная. Я ее, конечно же, знала давным-давно и никогда не предполагала, что будет такая возможность исполнить ее не просто где-то, а исполнить ее по-своему, в новой интерпретации, с новым куплетом, кстати, новым текстом отчасти. И тем более в такой еще компании девочек. Это, конечно, для меня огромная радость. И я надеюсь, что всем слушателям и зрителям тоже наше новое звучание этой песни понравится. Я пою как бы русские народные вообще песни в новых обработках. Эта песня исключительно на татарском языке туганьяк. Там был большой проигрыш. Что будет, если у меня получится? То есть написать туда вставку на русском языке с такой этникой тоже. И по силе, по духу, по наполнению, по сути, подходящего в эту песню. Это же будет очень круто. Настроя. 3 потрясающие вокалистки. И то есть мы на 3 голоса споем новую вставку, и тем самым, как бы, мне кажется, это будет раскрытие. И очень отражать будет и меня тоже, потому что все-таки это татарская песня, мне хотелось внести туда часть себя. Я посидела, попробовала, родилось то, что родилось, всем очень понравилось, все одобрились, говорят, круто, бурашки, давайте петь, давайте делать. Потом еще мы придумали, что это можно перевести и на татарский. То есть целая песня, она звучала на родном языке, на татарском. Поэтому у нас есть 2 версии, есть русская и есть татарская. Нет, мне кажется, эта песня сама по себе создает настроение объединения, потому что в ней и сила, и мощь, и в то же время нежность, и в то же время и грусть, и вот эта вот динамика. Просто если ты подключаешься к песне и понимаешь ее внутреннее ДНК, тебе несложно найти вот этот вот общий вайб. Общее настроение было найти вообще несложно, потому что мы все знаем эту песню и все ее очень любим, поэтому и мы знаем друг друга. И нам было очень просто, зная лучшие, наверное, самые яркие стороны друг друга, зная репертуар, в конце концов, потому что это тоже очень важно. Мы опирались на какие-то свои сильные стороны и старались, чтобы каждый звучал максимально красиво и органично, и чтобы мы вместе были таким единым тандемом. Получается, у нас Туганьяк вообще про что песня? Про наш родной край. И мне хотелось как бы от себя еще раз сказать о том, что очень нужно быть благодарным родному краю за то, сколько он тебе дал, что он тебе дал. Потому что, ну, например, для меня это действительно важно. А для меня это место силы определенное. Все равно, где бы ты ни ездил, где бы ты ни жил, ты в любом случае всегда сюда возвращаешься, потому что здесь твой дом, здесь твоя семья, здесь твои родители. И это все бесконечно, безумно тебя поддерживает, потому что когда тебе хорошо, ты бежишь туда, когда тебе тяжело, ты возвращаешься тоже туда. И это как раз то, о чем мне хочется всегда говорить, что нельзя забывать то, где ты родился, что тебе это место подарило, какую силу здесь ты испытываешь и как тебя здесь поддерживают. Будь всегда благодарен этому. Да. Когда я исполняю эту песню, меня всегда переполняют эмоции, просто потому что, исполняя ее на родной земле, в Татарстане,
я сюда приезжаю и чувствую себя дома. И вот когда ее поешь, ты чувствуешь себя в кругу семьи. Так вот очень уютно, очень тепло. И вот, наверное, такие чувства меня переполняют. Что-то такое очень близкое, теплое, домашнее. Ой, для меня это такой аттракцион эмоций, потому что, во-первых, ее истоки, ее история, ее первый исполнитель Василя Фаттахова. Это авторы, которые написали эту просто потрясающую песню, которая стала народной. Потом новая интерпретация, она всегда вносит новую энергию и вот эту вот новую мощь. И я ее совершенно по-другому пою. Надеюсь, что у нее большое будущее. Я лично, когда услышала в первый раз вот первые демо-версии песни, когда мы только-только начинали над ней работать, у меня был такой восторг. Я и раньше ее очень любила, а сейчас я поняла, что у нее появился новый звук. Она стала еще более какой-то свежей, понятной. И зрители, которые уже слышали эту песню, даже просто с репетиции, или там я показывала маме, конечно же, эту песню, и она сразу запоминается вот именно в таком звуке. И это очень здорово. Те, кто ее слышал, они говорят, что это будет нечто новое, это будет очень интересно. Я надеюсь, что те, кто будет сегодня в зале, также смогут оценить эту песню и оценят то, что мы постарались сохранить что-то самое важное, что в нее было вложено изначально, и привнести немного что-то свое очень аккуратно. Надеюсь, у нас получилось. Я думаю, что он будет разный. Я думаю, что кому-то очень зайдет. Думаю, что кому-то даже может и не понравится. Потому что каждое новое введение для зрителей – это стресс. Как говорится, и положительный – это стресс, и отрицательный – это тоже стресс. Но главное, что эта песня обязательно будет вызывать эмоции.